Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре в Республиканском методическом объединении классных руководителей. Сегодня у нас в гостях присутствуют наши коллеги. Позвольте, я представлюсь. Меня зовут Попова Ванда Цветановна. Кто еще не знает, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Также моя коллега сегодня с нами, Волкова Анжелика Васильевна, старший методист этого же центра. И хочу представить вам тех, кто сегодня будут выступать. Это Козлов Анатолий Александрович, учитель школы села Выльгард номер 2, и Кремер Иван Владимирович, учитель истории обществознания школы номер 12 города Сыктывкара. Я хочу немножечко вам рассказать о той повестке, которая на сегодняшний день у нас с вами есть. Заявлена была тематика, это связанная с 75-летием Великой Победы, с уроками мужества. Поэтому мы сегодня немножечко вам расскажем о том, каким же образом проводятся занятия. Также познакомим вас еще с интересной формой работы с детьми в рамках внеурочной деятельности. Это квест. И сегодня Анжелика Васильевна расскажет вам о конкурсе, который предстоит вам всем принять, может быть, участие, особенно заинтересованным. Это «Классный-классный», с положениями о конкурсе и, может быть, некоторыми теми нововведениями, которые будут для вас полезными. Сейчас хочу вам представить тот наш портал на сайте ГОМИ Республиканского института развития и образования, который посвящен нашему с вами методическому собранию. Для этого мы с вами выходим на сайт КОМИ Республиканского института развития и образования, и здесь есть такой баннер, который называется «Портал Открытое образование Республики Коми». Я на него нажимаю. Это для тех, кто, может быть, еще не до конца знает путь, каким образом познакомиться с той информацией, которая у нас с вами на сайте имеется и постоянно обновляется. Выходим на республиканские методические объединения. Здесь вы видите классные руководители, табличка, и мы переходим на эту табличку. Здесь мы видим новости объединения, также видим методическая копилка, полезные ссылки, предметная дискуссия и документы. В разделе «Методическая копилка» мы размещаем ваши, уважаемые коллеги, материалы, которые вы присылаете. Мы их рассматриваем и сюда размещаем. Этот материал является не только полезным для других ваших коллег, но это еще и возможность пополнить свое портфолио. То есть, если ваша работа признается действительно интересной и полезной на республиканском уровне, это является как публикация республиканского значения, и вы можете эту ссылочку прикладывать к своему портфолио. Поэтому все материалы, которые здесь есть, это вот те разработки, памятки, методические пособия, это все, что вам может быть полезным. Вот последний материал, который буквально сегодня я разместила, это интерактивная игра, посвященная 70-летию Великой Победы, «Эхо Великой Победы». В чем полезность этого материала? В том, что вы можете в интерактивной форме провести с ребятами в рамках классного часа или в рамках внеурочной деятельности викторину о Великой Победе, о ее значении для нашего народа и, конечно, о тех событиях, которые были важными для истории нашего Отечества. Также хочу вас познакомить с теми новостями, которые у нас здесь размещены. Вот я нажимаю на ссылочку «Новости», и здесь вы видите все собрания, которые у нас прошли с 2019 года. По ссылочкам можно выйти, если вы еще не были зарегистрированы, зарегистрироваться и посмотреть. Здесь также у нас появились новые вебинары и видеолекция «Нет наркотикам», которую можно показывать в рамках профилактической деятельности. Это как открытый урок, то есть это тема, которая сегодня очень часто тоже с детьми рассматривается. И здесь психолог Илья Соболев проводит этот интерактивный урок для детей. Также мы провели параллельно вебинар для родителей и педагогов по предупреждению детской наркомании «Духовно-нравственный аспект».
Также у нас разные темы, которые, например, с такой важной темой сегодня, как финансовая грамотность и финансовая деятельность, что связано с понятием материальные ценности, как должны дети об этом, что должны дети об этом знать, обо всем об этом мы рассказали тоже на своем вебинаре. Также у нас есть здесь раздел «Родительская академия». Здесь мы знакомим с консультационным центром, и вот конкретно «Родительская академия», мы выходим на ссылочку, также методическую копилку на наши новости, и вот здесь все, что связано с нашими новостями, тоже вы можете познакомиться. Я очень кратко вас познакомила с нашим порталом, еще раз актуализировала те возможности, которые имеются. Также мы планируем с 30 марта 2020 года запустить интерактивную викторину, которая у нас размещена на портале, на нашем также, на платформе Moodle. И здесь, если вы зайдете на единую систему образования, в раздел «Образование», здесь есть раздел «Учащиеся». И когда мы нажимаем сюда, здесь у нас выходит наша викторина 75-летию Победы, посвященная. Здесь учащиеся 9-11 классов, но также я думаю, что та же возрастная категория может поучаствовать в рамках профессиональных образовательных организаций. Викторина состоит из 38 вопросов, нужно будет один из них выбрать правильный, и сразу ребенок, вернее, молодой человек по ним получает 1 балл, если за правильный ответ. В результате выходит то количество баллов, которые обучающийся набирает, и выходит сразу либо разряд победителя, либо лауреата, либо участника. Автоматически приходит на электронную почту указанную сертификат или диплом победителя. Вот такая возможность, тем более, что сейчас у нас непредвиденная ситуация, каникулы, и я думаю, что этот ресурс тоже нужно использовать и поучаствовать в этом конкурсе. О других возможностях нашего сайта расскажет Анжелика Васильевна, и я ей передаю слово. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. В начале своего выступления я бы хотела познакомить вас с новым разделом, который создан на сайте Института развития образования. Обратите, пожалуйста, внимание, он называется «Методическая поддержка дистанционного обучения». Давайте посмотрим, что там размещено, какая информация и для чего он создан. Значит, здесь можно увидеть информацию о всех платформах, ресурсах и сервисах дистанционного обучения, об открытых ресурсах электронных библиотек, издательств учебной литературы, платформы, сервисы и ресурсы в сфере культуры, инструкции и рекомендации по эффективному использованию ресурсов и сервисов, вебинары, онлайны, семинары, информационные ссылки, видеолекции, открытые онлайн-уроки. Обратите внимание, что внутри раздела еще 3 раздела. Первый, он родителям. Я тоже прошу вас, как классных руководителей, ознакомить дистанционно ваших родителей с теми проектами, с той информацией, которая размещена в данном разделе. Ну и, конечно же, информация для учителей. Еще у нас есть, давно уже существует раздел, который называется «Видеозал». Здесь вы можете увидеть все вебинары, семинары, конференции, которые прошли в Институте развития образования с 2018 года. Их очень много, и очень много информации именно по организации дистанционного обучения обучающихся, в период каникул и в период той ситуации, которая сложилась у нас на сегодняшний день. Обратите внимание, потому что большую часть этих вебинаров проводили именно учителя практики, то есть есть чему поучиться, есть что взять на свое вооружение. Прошу вас организовать работу, и сами, пожалуйста, пользуйтесь данным ресурсом.
Второй вопрос, который я бы сегодня хотела раскрыть, это ежегодный, рассказать о ежегодном конкурсе нашем «Самый классный классный», который стартует у нас с 27 апреля по 31 октября в 2 тура. Это заочный и очный конкурс. Прошу быть внимательными, вы скоро получите приказ Министерства образования о проведении данного конкурса, но хочу сегодня остановиться на некоторых моментах. Значит, в конкурсе принимают участие классные руководители, работающие на момент проведения конкурса не менее 1 учебного года с одним коллективом класса образовательных организаций республики. Конкурс проводится по номинациям. Первая номинация – это классные руководители, имеющие общий стаж работы до 5 лет. И вторая номинация – классные руководители, имеющие общий стаж работы более 5 лет на момент проведения конкурса. Регистрация на конкурс начнется с 27 апреля и продолжится до 12 июня. Это будет регистрация и прием документов заявителей. С 15 июня по 29 июня пройдет экспертиза материалов заочного тура и определение участников очного тура конкурса. С 22 сентября по 25 сентября пройдет очный тур конкурса в городе Сыктывкаре. И уже с 26 сентября по 5 октября пройдет награждение, подведение итогов и завершение конкурса. Остановлюсь немножечко на этапах конкурса. Первый этап – заочный тур. Он включает в себя 2 конкурсных испытания. Это визитная карточка и программы организации воспитательной работы в классном коллективе. Первое испытание, визитная карточка, это самопрезентация воспитательной деятельности классного руководителя на основе интерактивных ресурсов. Это авторский сайт, страницы сайтов, порталов или социальных сетей. Значит, участник должен в интерактивном содержании представить педагогическую концепцию работы классного руководителя на интерактивном ресурсе в форме эссе. Электронные методические материалы или рубрику, содержащие разработки и опыт организации внеурочной деятельности. Также электронные материалы или рубрику, отражающую опыт взаимодействия с коллегами, с учителями различных предметов, педагогами, специалистами образовательных организаций, общественными организациями, работниками науки, культуры, сферы здравоохранения, представителями других сфер, именно в организации воспитательной деятельности с классом. Также здесь нужно предоставить презентации, фотоотчеты, программы, раздел страницы, рубрику, представляющую опыт взаимодействия с родителями. Второе конкурсное испытание в заочном туре – это программа организации воспитательной работы в классном коллективе. Это должна быть публикация на сайте конкурса документа программы классного руководителя с классом, оформленной в соответствии с требованиями. Вот вы получите приказ, к нему будет приложение, ну и все соответствующие приложения вы тоже получите вместе с приказом. Из чего же состоит очный тур? Очный тур состоит из конкурсного испытания «Классный час». Это проведение участниками фрагмента классного часа. Значит, регламент проведения 40 минут, 30 минут это представление фрагмента классного часа, а 10 минут это самоанализ. Также вы можете внимательно ознакомиться с критериями оценки 2 туров. Ну и мы надеемся, что классные руководители активно включатся в работу, классных руководителей у нас много в нашей республике, и представят свой опыт на данном конкурсе. Ждем ваших материалов. Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Иван Владимирович Кремер. Я учитель истории обществознания школы номер 12 имени Олега Кошевого, города Сыктывкар. Параллельно я являюсь классным руководителем. В данный момент на классное руководство у меня представлен 6 класс. В рамках своей работы я использую разные способы привлечения своих учащихся к общественно значимой деятельности, пробую различные формы, методы, способы и, находясь в постоянном поиске, нашел для себя одну из таких форм, методов, с которым я хочу вас сегодня очень коротко познакомить. Данная форма, я думаю, что многим из вас прекрасно знакома, это квесты, при том, что на сегодняшний день мы имеем самые разные варианты формы квестовых игр. Понятно, что квесты пришли к нам из сферы развлечений, поэтому они достаточно интересные, набирают оборот, популярны для наших учащихся, и это один из главных мотивирующих факторов, почему для моих учащихся и в рамках своего выполнения функций классного руководителя я использую данную форму. Если мы с вами посмотрим, что квест представляет собой, это одна из разновидностей игр, особых игр, которая предполагает выполнение выполнение логических операций, и игра направлена на принятие решений, в какую сторону пойти, в каком направлении двигаться, чтобы получить тот результат, решить поставленную проблему. Используя данное мероприятие и данную форму, игровую форму, мы говорим, что на сегодняшний день у нас есть большое количество возможностей использования квестов, как компьютерные квесты в связи с сложившейся ситуацией. Можно обратить внимание на такую форму, как веб-квесты. В своей же практике классного руководителя я использую квесты в реальном времени и, как правило, составляю эти квесты на основании литературных произведений известных авторов, в том числе в сотрудничестве с учителями русского языка и литературы, в соответствии с той программой и внеурочным, неклассным чтением, чтобы хоть каким-то образом привлечь своих учащихся к литературе и знакомству с произведением. В рамках своей деятельности в прошлом году мной был составлен квест по произведению Петра Столбовского «Дай доброты его сердечку». В данном варианте за основу мы говорим, что берем литературное произведение нашего соотечественника, коми-писателя Петра Столбовского «Дай доброты его сердечку». При разработке квестов можно пользоваться следующим алгоритмом. Мы составляем квест вместе с учащимися в рамках внеурочной деятельности. Можно это делать со своим классным коллективом, то есть и такой опыт приветствуется. Для того, чтобы нам организовать квестовую игру для учащихся, либо совместно с учащимися, мы определяемся, выделяем основные этапы, подготовительные этапы. Видите, что подбираем сюжет, в данном случае мы берем литературное произведение, определяемся с тем, для кого будет составлен квест, прорабатываем очень четко сценарий. На этапе организации мы проводим мероприятие, которое состоит из основных этапов. Это загруз, то есть там определяется проблема квеста, с которой участники должны будут справиться. После этого идет непосредственно игровое действие, выполнение и прохождение той самой логической цепочки, которая построена на взаимодействии с основными действующими персонажами в квестовой игре, после чего происходит подведение итогов. Ну и понятно, что завершающим этапом должна быть рефлексия проведенного мероприятия как с участниками мероприятия, так и с организаторами мероприятия, для того, чтобы определить успешность, определить основные проблемные зоны мероприятия и в следующем его совершенствовать. Когда мы говорим о квестовой технологии в практике работы по литературному произведению, мы говорим о том, что квест разрабатывается следующим образом. Мы берем с вами сценарий, то есть в данном случае это сценарий был выбран, это произведение
дай доброты его сердечку, мы определяем основных действующих персонажей. Если кто-то знаком с этим произведением, я думаю, что этих персонажей на экране вы увидели и узнали. И после того, как мы прочитываем это произведение, мы определяем, выделяем, вернее, основной сюжет, где эти персонажи должны будут между собой взаимодействовать. И вы видите на экране у вас уже готовая логическая цепочка, которая строится организаторами квеста, и логическая цепочка строится на взаимодействии с основными персонажами, у которых есть какой-то предмет, либо какая-то информация, и что-то им взамен на этот предмет нужно. В итоге мы видим, например, да, что у Полины Мальцевой ей нужен, это начинающий персонаж, с которого начинается логическая цепочка, ей нужно найти, ей нужно ответить на необходимые вопросы, ответы на которые ребята находит во время прохождения квеста и взаимодействия с другими персонажами. После этого она отдает сверток с блинами. И этот сверток с блинами, соответственно, нужен Борьке Мухину, у которого есть информация про сад с грушами. И так мы видим, что логическая цепочка у нас завершается партийным работником, которому нужно собранное досье для того, чтобы решить проблему, которая была поставлена перед участниками квеста в самом начале. Мы, соответственно, цепочку составили, то есть мы прочитали с вами произведение, выделили главных действующих персонажей, определили цепочку взаимосвязи, и для организаторов мы, как правило, прописываем конкретно их реплики, роли. Как правило, мы говорим, что квест в классическом варианте состоит из 3 кругов. То есть 3 раза в оригинале участники команды могут подойти к действующему персонажу. Первый круг – это круг знакомства. Да? Вы посмотрите, все реплики здесь прописаны. Вот первый абзац как раз – это знакомство с персонажем, поскольку в квест могут играть участники, которые прочитали данное произведение, либо его не прочитали. Поэтому им нужно понять, что это перед ними за персонаж, может быть, понять его характер, если это необходимо, его действия, какие он выполняет, то здесь мы это все прописываем. Вопросы, которые могут задавать эти персонажи, их действия, мы все прописываем, чтобы максимально просто организаторам квеста было сыграть эту роль. На втором круге, когда второй раз участники могут подойти к этому персонажу, здесь главная задача определить, что нужно этому персонажу и что у него есть. После этого в 3-й раз, как показывает практика, участники, ребята, подходят уже к этому персонажу, когда у них имеется этот предмет, либо данная информация. И в итоге мы с вами видим, что участники, двигаясь по игровому пространству, которое вы определяете в начале игры, они в хаотичном порядке подходят к любому персонажу, то есть здесь мы не выстраиваем, это не игра по станциям, мы не выстраиваем четкий маршрут, но взаимодействие с персонажами у участников должно сформироваться представление, у кого что есть, что это за персонаж, можно ли ему доверять, нельзя ему доверять, может быть, это лишний персонаж в игре, например, как вы видите, Шурка Мальцев, от него стрелочки дальше никуда не идут, поэтому этот персонаж, который просто отвлекает время. Если участники невнимательны, они могут выполнить его игровую задачу, но потерять время и, соответственно, не прийти первыми к выполнению поставленной перед ними задачи. И таким образом мы видим, что прописанные роли помогают организовать данное мероприятие. Участники должны для себя составить эту логическую цепочку, ее пройти и тем самым выполнить игровую задачу. Ну и победитель в данной игре определяется таким образом, что кто первый у нас придет, кто сможет выполнить полностью задачу. С методической разработкой данного мероприятия вы сможете ознакомиться на открытом портале. Я думаю, что мы его разместим полностью, и данную презентацию, полная методическая разработка, где все прописано и все роли обозначены в этой методической разработке. В этой методической разработке точно так же будет представлен весь необходимый реквизит
Да, посмотрите, пожалуйста, цели, задачи прописаны, все, что вам необходимо будет для того, чтобы как можно минимизировать свои затраты. Правила квестовых игр здесь прописываются, этапы прописаны, то есть вот мы видим с вами загруз, как он и каким образом, что необходимо для загруза, кто участвуют основные персонажи, и потом уже проходит полное прописывание каждой реплики, да, например, мы видим Полина Мальцева, первая ее реплика, вторая реплика, третья реплика, что она в итоге должна получить и в обмен, что она может отдать. Вот таким образом формируются и составляются у нас квесты. Если у вас будут вопросы, вы можете их в конце задать, я постараюсь на них ответить. Если моя методическая разработка оказалась для вас полезной, можете ее использовать, буду очень рад. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Козлов Анатолий Александрович, офицер-воспитатель кадетского класса Вольверской школы номер 2. Я хочу вам рассказать об обычном дне кадетского класса, как у нас организована работа. 8 часов, общий развод. Сейчас у нас 2 класса, 5 и 6. Общий развод – это осмотр внешнего вида, прически, вплоть до ногтей. Делайте замечания, если таковые есть, которые необходимо устранить в ближайшее время. В мою задачу входит контроль поведения, перемещение по школе, столовая. То есть из класса в класс дети ходят только строем, что 5, что 6 классы. В столовой также все приводится, ну, не так, конечно, как в армии, но довольно строго. Дисциплина строгая, жесткая. По согласованию с родителями дети по приходу в школу сразу сдают телефоны. Без разговора. То есть, если необходимо маме позвонить или что-то подходят, спрашивают, сделали звонок, либо родители мне звонят или классному руководителю, все вопросы решаем. Значит, в рамках деятельности обязательными для кадетов, кроме общеобразовательных предметов, являются строевая подготовка, огневая, общая физическая, рукопашный бой, хореография, хоровое пение и курс «Ратная история России». Этим, конечно, наша работа не заканчивается, потому что по 18-19 году учебному и поэтому у нас только школьных мероприятий. Школьные мероприятия – это что? Это, значит, какие-то праздничные концерты к Дню Учителя, к 23 февраля. То есть школьные мероприятия, конкурсы, различные соревнования. У нас было проведено 20 мероприятий таких. Я разделил специально на 3 группы. То есть школьные выездные мероприятия и мероприятия с участием приглашенных гостей и шефов. Уроки мужества. Значит, выездные мероприятия у нас было проведено 24, а уроки мужества и с приглашенными гостями и шефами 22. То есть итого 66 мероприятий получается у нас. Дети загружены полностью. Они у нас занимаются с 8 часов утра и до 16:30, до 4:30 вечера. То есть наша задача занять детей по максимуму, чтобы у них было как можно меньше времени на улицу. Есть время на самоподготовку, где они делают уроки, приглашаются преподаватели. Если есть какие-то недоработки или проблемы по тому или иному предмету, учителя приходят без проблем, помогают, детям подтягивают. То есть все это организовано достаточно хорошо. Материальная база в школе, я бы так сказал, очень высокая. Руководство школы идет навстречу, закупается инвентарь. Технически для рукопашного боя закуплено все, и перчатки, и шлемы, и груши, подушки. Достаточное количество макетов, автоматов, да есть даже пистолет. Дети занимаются с интересом. Все пришли в класс по разным причинам. Кто-то хочет баллы для будущего, кому-то просто интересно это все. Кроме школьных мероприятий, вот выездные, например, я хочу сказать, да, вкратце. Мы работаем очень плотно, даже, наверное, буду по-другому скажу. Я назову вам наших партнеров, с которыми мы работаем.
партнеров. Сыктывкарская школа ДОСААФ. Мы ездили туда, ознакомились дети и со средствами связи военными, там, где обучаются призывники, с материальной частью оружия, техники, применяемой в армии. Так, не так давно проводили стрельбы из малокалиберной винтовки. Очень плотно работаем с медицинским колледжем, который на улице Морозова. То есть приезжают студенты, преподаватели, показывают все, что необходимо знать кадету. То есть перевязки, виды кровотечения, обморожения. С той ситуации, которая сложилась сейчас среди молодежи, специально приглашаем, нам рассказывали медики, и что такое снюсы, как с этим бороться, что такое энергетики. Ну и в этом плане все. ГИБДД муниципального округа по Сыктывдинскому району. Плотно работаем также с библиотекой, Выльским филиалом. Постоянно там у нас проходят различные встречи, лекции на самые-самые разные темы. И в основном, конечно, сейчас посвящено это Великой Отечественной войне. Национальная детская библиотека. С нашими шефами является управление Росгвардии по Республике Коми. Значит, к нам приходили уже, как сказать, ознакомили детей со средствами защиты сотрудники ОМОН. Совсем недавно с показательными выступлениями проводили сотрудники СОБРа. Дети, значит, посещают у нас различные музеи, музей полиции. Также с экологами работаем. Это Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования. Управление Росгвардии — это Андрющенко Сергей Васильевич, Чернивский Михаил Юрьевич. Постоянно к нам приходят как шефы. Что такое Росгвардия, история Росгвардии, по Великой Отечественной, по Ленинграду, по Афганистану. То есть множество лекций, очень активно работают с нами шефы. Это очень хорошо. С Центром кинологической службы. Дом культуры Сынинского района. Не так давно у нас была инсценировка, посвященная литературным произведениям о Великой Отечественной войне. То есть дети должны были сценку небольшую отыграть. К нам приходила режиссер с Дома культуры, с удовольствием рассказала, подсказала, как все правильно сделать. В итоге мы заняли первое место, конечно. Филиал Центрального музея войск Национальной гвардии, это на Катаева. Очень интересный день, понравилась, очень хорошая выставка там. Центр детско-юношеского спорта и туризма. То есть у детей очень насыщенная программа, скучать им некогда, кроме общеобразовательных предметов. Кроме того, еще забыл сказать, обязательно у нас в программу входит посещение театров, выставок, музеев, как я уже сказал. Да? Вот, допустим, в этом году наши дети уже были на спектакле дагестанской труппы, вологодской труппы, наших сыктывкарских артистов. У нас есть договоренность с музыкальным театром, с Национальным комедо-драматическим театром. Дети были на экскурсии в закулисье, то есть нам показали цех, где бутафорию производят для спектаклей. Все это вот закрытую кухню закулисье. В общем, у детей очень насыщенная, интересная программа. Родители довольны, насколько я знаю. Дети тоже. Даже некоторые, допустим, не хотят идти в музей, там какие-то причины ищут. Уже после посещения мнение меняется, дети заинтересовываются. И в заключение я бы хотел показать презентацию, которую в этом году, наверное, может и не получится, потому что такая обстановка сложилась. А в прошлом году у нас был конкурс школьной презентаций, посвященный Году культуры. Мы также привлекли специалистов, в итоге заняли первое место. И предлагаю вам посмотреть презентацию. Она не очень длинная такая. Что-то не вижу, где она?
Спасибо за внимание. Уважаемые участники нашего собрания, я всех благодарю за то, что вы активно включаетесь в нашу работу. Я надеюсь, что все наши совместные проекты будут иметь определенные результаты. Наших коллег, которые сегодня поучаствовали, конечно, выражаю особую благодарность. И хотелось бы мне, конечно, сказать о том, что в рамках наших республиканских методических собраний у нас есть в планах проведение серии вебинаров, посвященных не только урокам мужества, но и профилактической деятельности в рамках профилактической деятельности по терроризму и экстремизму. Поэтому я надеюсь, что мы в апреле месяце с вами еще неоднократно встретимся. Также хочу обратить внимание, что пока есть возможность пользоваться нашими ресурсами, и на нашем сайте также обращаю ваше внимание, что мы размещаем методические рекомендации для педагогов, в которые можно участвовать, можно изучать и также публиковать какие-то свои наработки. Поэтому еще один ресурс вам хочу показать. Издание института. В данном случае мы здесь можем посмотреть с вами на электронные ресурсы. Электронные ресурсы вы здесь видите не один сборник, который можно использовать в работе. И вот в частности я хотела бы вам показать, что у нас есть методический сборник «Навстречу добру и любви». Это занятия с обучающимся начальной школы в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Но обращаю ваше внимание, что все те разработки, которые в рамках этого предмета, они также могут использоваться в рамках внеурочной деятельности, потому что здесь мы опубликовали опыт педагогов-практиков, и в данном пособии есть очень важная тема, которая посвящена теме Родина. И вот здесь мы даже взяли такой эпиграф: Родина ведь не только место рождения, это еще и внутренняя энергия, и душевное состояние, и это, в конце концов, судьба человека. Поэтому теме Отечества посвящено не одно занятие. Также здесь есть такие базовые ценности, как семья и отечественная культурная традиция. Поэтому все эти уроки – это из опыта работы педагогов-практиков Республики Коми. Мы очень благодарим наших педагогов за то, что они нам предоставили возможность опубликовать их материалы. И также здесь мы старались показать именно такой системный подход к изучению наших традиционных ценностей. И поскольку у нас предмет только в 4 классе, мы очень рекомендуем формировать наши базовые ценности в целях реализации концепции духовно-нравственного воспитания в рамках классных часов. Поэтому этот материал, этот методический сборник будет очень полезен и классным руководителям. Также мы здесь постарались именно выдержать структуру деятельностного метода, постарались показать именно деятельностный подход к изучению тех или иных ценностей и понятий. Попытались рассмотреть значимые для учеников страницы боевого прошлого, здесь вот в конспекте конкретного, посмотреть на исторические события именно с точки зрения героев Отечества, и начиная еще с Древней Руси. Ну и заканчивая здесь еще уроками, посвященными теме служения Отечеству в наше время, в настоящее время. Хочу вам сказать, что у нас есть такой проект республики, как при поддержке и при непосредственном участии Совета ветеранов Республики Коми в лице, Жуковой Людмилы Александровны, которая организовала выездные встречи по школам Республики Коми, и в рамках этого десанта также проводятся уроки мужества, ученики знакомятся с различными подходами к содержанию этих занятий, и очень интересные вообще у участников
боевых действий, свои находки, они делятся активно этим опытом. И мне хотелось бы как раз такое напутствие сказать, что мы, конечно, должны не только героев Великой Отечественной войны, героев прошлых, значит, наших исторических событий знать, но и героев современности. Это непосредственно те, кто участвовал в таких войнах, как значит, в войне в Афганистане и в Чечне. Об этих событиях трагичных для наших республиках тоже не стоит забывать. Поэтому я, конечно же, стараюсь, чтобы наши методические разработки были для вас полезными. Сейчас готовится методический сборник не только по организации детского движения, но и по профилактике терроризма и экстремизма. В данных сборниках мы помещаем, опять же, опыт наших практиков и настоятельно рекомендуем вас познакомиться и на следующем Республиканском методическом объединении, я надеюсь, что они уже будут размещены на нашем портале «Открытое образование Республики Коми». Всех вас еще раз благодарю. Желаю вам творческих успехов, всего доброго, до новых встреч.